Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. 17-летний житель города Якутска стал жертвой афериста через социальную сеть. Юноша рассказал полицейским, что хотел поменять свой велосипед на более модифицированную модель. В одной из групп объявлений в социальной сети ВКонтакте он начал переписку с парнем из другого региона, с которым они решили обменяться велотранспортом. Потерпевший отправил по почте свой велосипед стоимостью 60 тысяч рублей в город Благовещенск Амурской области, но ответной посылки не дождался. В то же время друг по переписке удалил его из друзей в социальной сети и больше не выходил на связь. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший рассказал все родителям, которые в свою очередь обратились в полицию. По данному факту проводится проверка. Часто бывает так, что то, что тебе нужно, в своем городе не найти. И есть группа с объявлениями, где любой может что-нибудь купить или продать. На этих объявлениях я нашел предложение по обмену. Мы в группе ВКонтакте. Мы списались и договорились об обмене. Я отправил ему посылку Почты России. Он тоже заявил, что отправил, но через несколько дней отговорок, то, что он отправит чек, выяснилось, что ничего не отправил. Два члена организованной группы обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенной организованной группой по сети интернет в крупном размере. Так, по версии следствия, с июня по декабрь прошлого года двое безработных молодых жителей города Якутска совместно с неизвестными по сети интернет распространили в Якутске партию наркотического средства гашиш и марихуана в значительном размере, а также психотропного вещества амфетамин в крупном размере, часть которого они разложили по тайникам на территории города для дальнейшей продажи потребителям по сети интернет. А часть они хранили при себе до изъятия их сотрудниками полиции. Прокуратура республики направила уголовное дело в суд. В отношении неустановленных поставщиков уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно. Также в Нерюнгринском районе в административном центре полиция задержала 29-летнего безработного местного жителя. Он подозревается в сбытии наркотиков, а именно гашишного масла. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». По этой статье ему грозит срок от 4 до 8 лет. Конфликт между двумя народностями на северо-востоке Демократической Республики Конго вновь привел к кровопролитию. Беженцы рассказывают, что их родных сжигали заживо и рубили мачете. Подробности в репортаже Алены Островской. Десятки людей стали жертвами межэтнического конфликта на северо-востоке Демократической Республики Конго на минувшей неделе. Об этом рассказали жители деревень в провинции Итури, сумевшие скрыться от кровопролития и найти пристанище в городе Буния. По их словам, погиб как минимум 161 человек. Беженцы – представители народа Хема, занимающегося скотоводством. Их конфликт с земледельцами Ленду тлеет уже около 20 лет. Ленду пришли неделю назад, посреди дня в понедельник. Мы были в полях, услышали шум и побежали в деревню. Дома были в огне, люди горели заживо. Мы ничего не успели взять. Ленду рубили наших ножами мачете. Мы даже не знаем, что они сделали с телами, похоронили ли. Нам пришлось бежать. Скрываться вынуждены были не только женщины. Я здесь не по своей воле. Посреди бела дня мы увидели людей, бежавших с холма. Они устроили резню, сожгли деревню, а у нас даже оружия не было. Мы ничего не могли сделать. Погибли мои родственники и родственники жены. Мою невестку убили вместе с ее 5 детьми. Жертвами нападений в провинции Итури в последние годы становятся в основном пастухи Хема, враждующие с фермерами Ленду из-за земель и политического представительства. Открытое противостояние двух народов с 1999 по 2007 годы, по данным ООН, привело к гибели 50 тысяч человек. Но этот конфликт был лишь одним из эпизодов Второй Конголезской войны, унесшей жизни почти 5,5 миллионов. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.